Закончился 2022 год, наступил новый. Традиционно январь – пора отчетов и подведения итогов проделанной работы ушедшего года, оценка деятельности органов власти и определение задач и планов развития уже на наступивший год. Каким он будет, еще неизвестно, покажет время. Пока же вспомним 2022 год. Он был насыщенным и плодотворным. Приоритетным направлением работы городской администрации остается переселение. В Ленске программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья реализуется с опережением. Масштабная застройка центра города идет полным ходом, а собственники аварийного жилфонда только успевают паковать вещи. Ключи от новеньких квартир в современных домах квартала Рабочий получают участники программ переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Практически все рады, ведь они перебираются из развалин в каменные многоэтажки, да и переезжают из отдаленных районов города в центр. В рай попали. Вообще садик рядом, школы рядом, все в шаговой доступности, работа рядом, уже мы такси не пользуемся, машиной не пользуемся практически. В преддверии Нового года, 29 декабря, глава города по программе переселения из аварийного жилого фонда вручил ключи от новых квартир в многоквартирном доме по улице Рабочая, 3, 10 семьям, проживающим в Ленске. Новостройка находится в недавно возведенном микрорайоне Рабочий. В прошлом году был сдан в эксплуатацию один дом. 103 семьи стали новоселами. 364 семьи получили компенсации. Надеюсь, что то каменное здание, которое мы, проведя там большую предварительную работу со строителями, администрацией, то каменное здание, которое просто камень, в который вы заселитесь, обретет уже совсем другой вид. Во-первых, внутри, в каждой квартире. Желаю, чтобы был мир, уют, согласие. Сегодня самые глобальные стройки в Ленске ведутся в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Комфортным жильем и украшением города стали жилые комплексы по улицам Орджоникидзе и Якутская. Сейчас готовятся к сдаче 2 многоквартирных 9-этажных дома по улице Рабочей и 2 в районе Центральной больницы. В настоящий момент внутри ведутся отделочные работы. У нас 4 подъезда, в 2 подъездах заканчиваем черновые отделочные работы, штукатурку закончили, сейчас стяжки льем на этажах. В первых 2 подъездах уже приступили к чистовой отделке, идет шпаклевание стен, потолков, укладка плитки. Готовимся где-то уже к поклейке обоев. Снаружи ведутся работы по устройству фасадов. Также занимаемся благоустройством, устройством проезжей части, тротуаров, парковочных зон. Идет подготовка под устройство наружного освещения. Внутри также ведутся работы электромонтажные, сантехнические, по устройству стояков тепловодоснабжения. На одном только этом объекте работает около 100 человек. Строительная компания заканчивает застройку 2 домов в границах улиц Нюйская и Пролетарская. Буквально за несколько месяцев на глазах у ленчан выросли новые высотки. А на Якутской появилось благоустройство придомовой территории. Да, закончили благоустройство территории между 2 домами по Якутской, дом 54, дом 56. Территорию сделали пешеходную, огородили столбиками, замостили гранитом, устроили здесь клумбы, пешеходный фонтан с подсветкой, установлены лавочки, урны. То есть все, чтобы людям здесь можно было отдыхать свободно, комфортно. Жители, в свою очередь, оценили эту красоту. Классно, ощущения очень приятные, очень приятные. Во-первых, во двор очень приятно заходить. Зеленые насаждения будут, очень красиво, очень хорошо. Я говорю, наверное, единственное место такое будет. А теперь жители новых домов могут проехать и по свежей дороге, которую в прошлом году закатали в асфальт. Также здесь начинается благоустройство в рамках реализации программы «1000 дворов». Будет разбита зона отдыха «Мини-парк». Активно работала весь прошлый год программа благоустройства. Масштабные ремонтные работы шли по улице Набережной, от речпорта до пляжа. Это участок протяженностью 3 километра. Была проведена шпаклевка и покраска парапетов, заменены сломанные чугунные пролеты. Свыше 20 миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на реализацию этого проекта. Ленчане рады таким преобразованиям. Я очень рада, что наконец-то набережную начали приводить в порядок. Вообще, всегда набережная была гордостью нашего Ленска. И всегда мы гордились. У нас приезжают гости с разных точек нашей Якутии. И также и со страны к нам приезжают. И, получается, гостят, смотрят и обязательно восхищаются ей. И, конечно, нашу гордость нужно поддерживать в порядке. Велись работы и на гидротехническом сооружении дамба. По дамбе, значит, тоже
всегда работаем, у нас каждый день наблюдение. Вот люди проезжают, смотрят после каждого дождя, где промоинные есть, да, мы сразу устраняем на следующий же день. В прошлом году состоялось торжественное открытие обновленной территории по улице Первомайская. В районе домов 11, 13А и Б, 15А и Б был проведен грандиозный ремонт дворовой территории. Он стал возможным благодаря программе «1000 дворов». Часть средств, 5 миллионов рублей, на благоустройство выделила компания «Газпром Трансгаз Томск». Ремонт не проводился здесь с 90-х годов. Около домов после дождей скапливались огромные лужи, пройти через которые было невозможно. Сегодня улица Первомайская преобразилась. Здесь появилась новая заасфальтированная проезжая часть, тротуары, отливы, проведено освещение. В рамках проекта предусмотрено и озеленение территории. Оно начнется уже в этом году. Также установлены детские площадки. Здесь все время проблемное такое место было, что все время вода стояла и тротуарные дорожки не совсем в надлежащем состоянии были. Но то, что делают, это очень хорошо. Это честь и хвала. Это немаловажно. Это и машины, это и пешеходные дорожки. Это, в общем-то, это жизнь наша, в которую мы каждый день сталкиваемся, ходим по дорожкам. Машины ездят, и, в общем, я думаю, что если здесь делают такую красоту, это очень хорошо. А вот парковки из-под окон домов перенесены в отдельную зону. Ремонт проводился в 2 этапа. Первый уже закончен, второй начнется этим летом. С каждым годом становится все уютнее городской парк. Ленчане с удовольствием посещают его. Здесь каждый находит занятия по душе. В парке почти каждый день, каждый можно день. сказать. В любую погоду. Ходьбой занимаемся, Да. встречаемся, Общаемся часто, да. часто общаемся. Да. Сейчас каждый день на йогу ходим, но вот начнем уже с 1 июня в парке заниматься. Новая современная детская площадка с искусственным покрытием и ограждением появилась в микрорайоне Мухтуйский. Такое решение принял мэр города после обращения жителей этого микрорайона с просьбой улучшить инфраструктуру для детей. За счет средств в Тасурях нефтегазодобыча была через фонд будущих поколений была построена площадка в микрорайоне Мухтуйский. Потрачено было средств недропользователей 2 миллиона. Разработали проектно-сметную документацию придомовой территории Первомайская 28, Портовская 26. Надо сказать, что по Портовской 26 мы получили уже в этом году подтверждение, что софинансирование будет у нас в республике в размере 7 миллионов. Софинансирование за счет недропользователей Первомайская 28 тоже у нас есть договоренности. Дальше будем изыскивать свои средства, обращаться в район, чтобы эти 2 объекта благоустройства закончить. Последние несколько лет городской администрации уделяется большое внимание освещению. Устанавливаются новые опоры, производится замена всех уличных светильников на светодиодные. Освещены все отдаленные микрорайоны и улицы частного сектора. В прошлом году была освещена улица Водников, что находится в частном секторе, и 2-я Нюйская. А работы по освещению города будут продолжаться и дальше. По словам главы города, буквально через несколько лет неосвещенных улиц в городе не останется. Городская администрация Ленска продолжает установку новых остановочных павильонов. Очередной был установлен несколько дней назад на улице Ленина, напротив школы искусств. Теперь детям и педагогам будет удобнее ожидать общественный транспорт. Павильон современный, со стеклянными стенками, лавочками, урнами и информационными стендами. В этом году у нас в программе уже предусмотрено по ремонту улично-дорожной сети во всех профильных программах установка остановочного павильона напротив клиники матери и ребенка, тоже с заездным карманом. У нас в плане установки деньги мы предусмотрели в размере 5 миллионов для установки теплых остановочных павильонов. По примеру города Якутска для нас это будет новшество, и мы на 2 павильона предусмотрели. Это в центре, на улице Ленина, в районе почты, с 2 сторон. Очень много в городе сегодня остается автобусных остановок в плачевном состоянии. И их в ближайшее время тоже планируется заменить. Работа, по словам главы города, в этом направлении предстоит очень большая. Городская администрация помогает и учреждениям города, приобретает необходимое оборудование и оснащение. Так, в конце прошлого года были приобретены ступенькоходы для поликлиники. Теперь пациенты с ограниченными возможностями могут с помощью лестничных подъемников преодолеть даже несколько этажей. Протестировать новый ступенькоход работникам медицинского учреждения помог пациент Федор Тарасов. Мужчина в этом устройстве сам не нуждается, но проверить его способности не отказался. После преодоления лестничного пролета на ступенькоходе Федор Васильевич оценил удобство и необходимость нового устройства. Нормальная ситуация, что поднимать и удобно само по себе. Не знаю как. Это так в принципе, да. Хорошо, что придумали такое.
Подъемник был крайне необходим поликлинике. Учреждение обслуживает несколько тысяч ленчан. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров подняться на 3-й этаж, чтобы попасть на обследование УЗИ, было проблематично. 2-й, 3-й этажи, да, так как у нас здание предназначено вообще для санатория, да, и оно нам предоставлено, мы не можем вот сейчас поднимать своих пациентов на 2-й, 3-й этаж. Теперь подъем станет быстрым и легким. Транспортировать на лестничном подъемнике пациента будет медицинский персонал. Само устройство довольно тяжелое, поэтому медсестрам приходится управлять им вдвоем. Но они умело и быстро справляются. Помимо 2 лестничных подъемников, городская администрация подарила поликлинике 3 ходунков и трости. Назначен для ослабленных людей, у которых трудно передвигаться, голова кружится, они могут с помощью этих ходунков, как поддержка при ходьбе. Человек может сам обратиться в регистратуру и сказать, что ему тяжело передвигаться, или же работники регистратуры, они могут увидеть, что человеку тяжело, да, и предложить ему вот такие наши устройства новые. Не остается городская администрация в стороне от сложной ситуации, сложившейся в стране. В связи с мобилизацией ленчан оказывается помощь их семьям. Создали рабочую группу, встречались с родственниками и сейчас стараемся быть на связи. Люди обращаются периодически, мы стараемся решать эти вопросы, начиная от расчистки от снега, если там проживает одна супруга с детьми, территории рядом, и предоставление дров, продуктовых наборов и так далее. Стараемся вот эти текущие вопросы решать. Прошла у нас елка, отдельно мы проводили для детей мобилизованных. Также оказывается городскими властями и поддержка самим мобилизованным. Заместитель главы города в конце прошлого года посетил ребят в воинских частях и доставил им специальный груз. Сейчас к нам тоже обращаются ребята, уже находящиеся в зоне СВО, для помощи в предоставлении специального оборудования, которое мы на предыдущей рабочей группе рассмотрели. Будем закупать, и отец Анатолий планирует выезжать после крещения в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы передать ребятам, которые находятся на Донбассе, все это оборудование. Одним из важных показателей работы является исполнение бюджета. Так, за прошлый год все выделенные и привлеченные средства в городской бюджет были реализованы полностью, а работа, проведенная за их счет, видна невооруженным глазом. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация на благоустройство дороги по улице Октябрьской и Орджоникидзе от улицы Пролетарской до Рабочей. Это подъезд к новым домам. Также все документы готовы на ремонт улицы Победы от детского сада «Звездочка» до торгового центра «Север». Эти работы планируются провести только через год. Что касается планов на этот год, продолжит работу программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья. Уже в феврале планируют создать 2 9-этажных дома. К концу 2023 года еще 2. Задача не уходить на окраины города, а застройкой заниматься в городе. Для этого, конечно, надо расселить те дома, которые сейчас находятся на территории, если мы говорим Пролетарская, Якутская, Дзержинского до улицы Чапаева. Вот эти 2 квадрата. Сейчас задача у нас первостепенно освободить их, людей, постараться переселить для дальнейшей застройки. В этом году будет реализован большой проект. Это благоустройство по улице Аюнского. В прошлом году городская администрация выиграла очередной конкурс и получила на эти цели 85 миллионов рублей. Еще часть средств будет выделена из бюджета района. Так называемый путь к реке. Объект очень, очень большой. Очень много там будет у нас не только, как традиционно мы говорим, благоустройство дороги и тротуары, малые архитектурные формы, кафе, детские площадки. Это от улицы Аюнского, на углу улицы Аюнского и Набережной. Там детская площадка, скейт-парк. Очень большой, огромный, еще раз повторюсь, проект, который нам надо по условиям программы реализовать в 1 год. Конечно, это будет сложно, но мы постараемся сделать все для того, чтобы реализовать его. В этом году начнется благоустройство микрорайона Теплый Стан. Там планируется построить подъездную дорогу, благоустроить территорию самого микрорайона, а также начнется инструментальное обследование 5 домов, жители которых жалуются на постоянный холод в квартирах. Помимо этого планируется проведение капитального ремонта. Так, на Ленина 66 и Портовская 24 полностью заменят кровлю. В 2 9-этажных домах по улице Победы 19А и Аюнского 23А будет произведена замена лифтов. Продолжится установка площадок для сбора бытовых отходов. Также будут отремонтированы
и ограждены уже имеющиеся. С этого года начнется вывоз железных гаражей на специально отведенную площадку. Станет светлее в микрорайонах Ханайдах, Чанчик и Мархинский. Будет произведена замена светильников на улице Набережная. Запланирован еще ряд других мероприятий. Консолидировать две программы, да, это программа переселения и снос многоквартирных домов и предоставление участков многодетным. Почти 500 семей у нас стоит в очереди, и мы планируем сейчас в первую очередь задействовать участки, дома уже где сносятся, это микрорайонный разведчик, для того, чтобы поэтапно выделять, там есть сети, там есть уже подъездные дороги. А также рассматривается вопрос предоставления многодетным семьям при выделении участка еще и субсидий на строительство или приобретение пиломатериалов. Это и для семей хорошая поддержка, и микрорайон будет развиваться. Планов на этот год у главы города много. Коллектив городской администрации уже начал их реализацию. Благодаря опыту, квалификации и любви к родному Ленску у них обязательно получится все вышеперечисленное воплотить в жизнь. Главное, чтобы жители остались довольны проделанной работой.